В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. Якутских охотников поставят в электронную очередь. Министерство экологии республики отменило живую очередь за разрешениями на охоту. О том, что это изменит и что требуется для этого охотника, мы поговорим с гостем студии. Заместителем руководителя Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Анатолием Поповым. Анатолий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала поясним, какие изменения и для чего они. Ну, у нас всегда в республике существовал из-за небольшого лимита охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит. Да, это в основном у нас копытные. Всегда у нас был очень большой спрос. У нас охотников все больше становится каждый год. И всегда всем не хватало разрешений. Да? И особенно в Якутске, где у нас сконцентрировано очень большое количество охотников по республике, всегда была очень напряженная ситуация. Были чуть ли не месячные живые очереди, стихийные очереди делали. И чтобы решить эту проблему, мы в прошлом году ввели такую, как электронная очередь через портал госуслуг. Ну и с учетом прошлого года мы в этом году тоже делаем электронную очередь, но уже вносим некоторые изменения. Теперь о порядке электронной записи для подачи заявлений на выдачу разрешений на добычу лимитированных видов охотничьих ресурсов. Что меняется? Ну, у нас закон требует, что мы должны выдавать разрешение на лимитированные виды охотничьих ресурсов по очереди. Да? И нам пришлось, закон мы еще не поменяли, поэтому нам надо было упорядочить очередь. Да? И чтобы это произошло цивилизованно, мы сделали это через портал госуслуг электронно. Для того, чтобы принять участие в этой электронной очереди, у охотника должна быть учетная запись на портале госуслуг. И в прошлом году у нас был опыт, где приняло участие в один сигнал поступило около 50 сигналов, да, в один момент. И у нас была проблема того, что у нас сервер немного завис, да, и потом постепенно начал формировать очередь. И чтобы этого не было, мы решили, некоторые моменты сделали. К примеру, мы отменили выбор дня и времени, чтобы не было несколько сигналов передачи нескольких программ. И ввели ограничения по лицам, которые имеют право участвовать. Это будут лица только, которые имеют охотничий билет. В прошлом году там такого не было. И поэтому принимали участие все. Да, и принимали участие друзья, семьи, родственники охотников, чтобы было много сигналов и возможностей. Да. То есть нужно будет вводить этот номер билета? Да, в этом году у нас получается дату и время не выбираешь, а выбираешь только, то есть вводишь данный охотничий билет. И все. И программа сама уже формирует очередь. И то есть человек уже поступает информация о дате и времени, на который он должен к нам подойти. Охотников волнует, когда можно подать заявку на электронную очередь? У нас этот час X назначен у нас в соответствии с изменением приказ. Это 4-й четверг июля. В этом году это получается 25 июля 18:00. 25 июля 18:00. А как формируется электронная очередь? Можно еще раз поподробнее? Именно 18:00 у нас на портале откроется этот сервис, да, сервис записи на прием уполномоченный орган Министерства экологии. И когда 18:00 открывается, у лиц, которые желают участвовать, уже заранее должна быть учетная запись. Да? То есть там все фамилии, имя,
адреса, контактные данные все как бы уже внесены, получается, да, на портале, уже зарегистрированы. И человеку надо будет только внести данные охотничьего билета. Вот, вносит данные охотничьего билета, ставит галочки согласий и нажимает на кнопку «Регистрировать». И сразу вот портал уже сам выбирает, когда ему, то есть формирует, когда ему надо будет подойти, дату и время. А вот вы уже сказали, что сервис в прошлом году завис. Как эту проблему в этом году решите? Ну, как я уже говорил, да, в этом году, в прошлом году почему это было? Потому что надо было выбирать дату и время приема, да, и действовало две программы. Это вот технический момент, да, который можно будет как бы уточнить. Это два сервера, или можно сказать, да, который вот обслуживал портал госуслуги, еще был сервер там Дамаск, так называется. И вот они обменивались вот данными, да, и поэтому при обмене вот этих данных случился вот такой, ну как бы, нагрузка, когда поступило одновременно 50 тысяч сигналов. То есть в этом году ажиотажа такого не ожидается? Ну, ажиотаж, он будет, но мы как бы ограничили именно людей по охотничьим билетам. Как бы, да? И поэтому уже надеемся, что не будет вот случайных людей, родственников, друзей. Да? Вот в прошлом году было то, что человек занял очередь, и за него приходил другой там, да, как бы. И передача вот права очереди уже в этом году не будет. То есть разрешение будет выдаваться только лицу, который принял участие в электронной очереди. Или его законному представителю. А охотники сами какое-то недовольство высказывают по этому поводу? Или наоборот довольны? Ну, в какой-то мере это как бы... Конечно, недовольных много, да. Многие говорят, что надо делать жеребьевку, там, но чтобы сделать жеребьевку, надо поменять закон. А у нас, мы этот закон еще пока не поменяли, и у нас пока ведутся работы. Да? Мы это как бы не останавливаем, что закон не надо менять. Мы это все готовим, проект закона. Но пока в этом году у нас тут также будет по электронной очереди. Но это более-менее цивилизованный ход. Уже будут отсутствовать стихийные очереди, многодневные. Да? Еще вот раньше у нас формировались стихийные очереди, параллельно несколько очередей было. И кто из них прав, это вообще неизвестно было. Да? Каждый мог формировать очередь. Делались вот списки, амбарные книги. И они ночами, днями, ночами сторожили вот эти свои книги. Ну, целая вот такая напряженная ситуация, что надо было приглашать полицию. Мы всегда приглашали полицию. По крайней мере, то есть такая электронная очередь лучше. Да, да. А какие еще нововведения в этом году? Ну, в этом году таких нововведений не будет, но у нас именно сейчас, вот к прошлому году, извиняюсь, на следующий год, да, у нас, возможно, будет изменение. Мы готовим изменение вот в закон Республики Саха-Якутия об охоте, именно вот в 11-ю статью по распределению разрешений. И у нас этот законопроект прошел первое чтение. Сейчас работаем над предложениями, замечаниями. И в следующем году, надеюсь, уже будут изменения. Может быть, у вас есть какие-то пожелания охотникам? Ну, всем, ну, не всем, а вот эта очередь, да, как бы у нас должна формироваться, по идее, для охотников города Якутска, да. Ну, конечно, закон не запрещает, да, участие вот других людей, как бы, да, поэтому мы ограничений такой не поставили. Для охотников из района мы направим определенные квоты. То есть мы часть квот оставляем в городе Якутске для якутских охотников, ну, жителей города Якутска, да, а часть мы отправляем в районы. Поэтому вот для охотников, которые живут в районе, у них будет своя отдельное вот распределение. Как бы.
А вы сами будете записываться? Нет, спасибо, не буду, наверное. Анатолий Семенович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, гостем сегодняшней программы был Анатолий Попов, заместитель руководителя Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики. Оставайтесь на Якутия-24.